Волгобегском лагере «Нефтяник» прошел первый день межрегионального этапа всероссийских соревнований «Школа безопасности». Участвуют 7 команд по 8 человек в каждой. Это представители регионов СКФО. В течение 4 дней участники соревнуются в 10 дисциплинах. Как они прошли маршрут выживания, силовые упражнения и пожарную эстафету, расскажет Хава Гагиева. Резкий старт, быстрый темп и личный рекорд. Пройти полосу препятствий максимально быстро и без ошибок старается каждый. Пока одни в поте лица пробегают через все трамплины, другие активно поддерживают участников. Пошел, рубком, давай, быстрее. Особенно до конца. О, молодец. Такая поддержка не только мотивирует на победу, но и помогает установить личный рекорд – почти 100 метров за 7 минут. Участвует в соревнованиях Осман Келиков не в первый раз. В прошлом году его команда уже побеждала. Сейчас ожиданий не меньше. Настроение очень хорошее. Мы надеемся только на победу. Думаю, соревнования пройдут в хорошем. Какая полоса препятствий тебя больше пугает? Меня никакие не пугают. Мы уже проходили на региональном этапе эту полосу препятствий, так что, думаю, трудностей не образуется. Межрегиональный этап всероссийских соревнований «Школы безопасности» проходит в рамках общероссийского партийного проекта «Историческая память». Ребятам предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку и навыки оказания первой помощи. В связи с эпидобстановкой число учащихся сократили. В этом году за звание лучших борются школьники из Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгеи, Дагестана, Чеченской Республики и Ингушетии. Сами соревнования, я думаю, проходят без эксцессов, без каких-то спорных ситуаций, поскольку вчера вечером мы провели совещание с судейской коллегией, с руководителями команды, со всеми определили какие-то неточности, несогласованности, все сделали, построили так, чтобы гостям было удобно, как они сказали, постарались какие-то шероховатости, которые должны иметь место быть, все мы удалили, поэтому я думаю, никаких спорных вопросов не возникает ни у судейской коллегии, ни у руководителя, да и самих участников. Полоса препятствий, пожарная эстафета и силовые упражнения. Пока одни близятся к финишной прямой, другие только рассматривают маршрут и ждут своей очереди. Многие из этих ребят в безопасной школе не впервые. Спартакиада, уже ставшая традиционной, собрала на этот раз лучших из лучших. Я участвую уже 5-й год, и мне очень все нравится. А что тебе больше всего нравится? Как проходит твои подготовки? Подготовки проходят у нас очень, отлично. Нам очень все нравится. Ни одну тренировку не пропускаем. Каждое задание требует соблюдения простых технических правил, но главное преимущество команд не только знания и физическая подготовка, но и умение работать в команде. Каждый, кстати, по 8 человек. Готовились мы, в принципе, недолго. В связи с последними этими ограничениями удалось подготовиться всего, можно сказать, дней 10 максимум. Готовились, в принципе, сама подготовка хорошо прошла. И надеемся на лучшее, мы всегда нацелен только на самый лучший результат, то есть на первое место. Чтобы соревнования прошли максимально честно, ребят оценивают строгое жюри и студенты пожарно-спасательного колледжа. На каждом пункте полосы препятствий свой участковый. Его обязанность не просто скоординировать будущих спасателей, но и зафиксировать точность выполнения задания, время и нарушения, если таковые имеются. дождь, уже бережды 9-10 класс, да, санки, пример хугелыч, сусей участвует, да, уз линовый, уз духам хаица убада, что уз хамацани, здесь это чамчубаха, МЧС, здесь это ПСК, здесь живой МЧС колледжи, уз помощников судей ход, главных судей ходов, шадалдады. В целом ребятам предстоит пройти 100 метров полосы препятствия. Это порядка 10 заданий среднего и повышенного уровня сложности. Ингушетия впервые стала точкой для проведения игр, но оценить качество подготовки гости смогли по достоинству. Соревнования проходят на хорошем, высоком, скажем, даже уровне. Соревнования открытые, потому что здесь вечером даже совещание руководителей, совещание с судьями. Этапы, которые, многие дети, скажем так, есть для них сложные. Это убирается,
или же наоборот этап делается легче. Последняя точка на сегодня – пожарная эстафета. Ребята продемонстрируют свое умение облачиться в спецэкипировку и научатся правильно обходиться с пожарными рукавами. Итоги подведут позже, а пока веселые посиделки в кругу друзей. В общем, соревнования проходят на равных правах, а это значит, у каждого есть реальная возможность оценить свою физическую подготовку, особенно для тех, кто собирается связать свою жизнь с такими направлениями, как спасательное и пожарное дело. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.